Ремни есть, а чего не пристегиваетесь? Тем более 9 лет должно быть специальное удерживающее устройство должно быть. Перевозка детей без удерживающих устройств, к сожалению, не редкость. К таким выводам приходят сотрудники госавтоинспекции, которые ежедневно привлекают к ответственности водителей именно за данный вид нарушения. Повышение штрафа до 3000 рублей, травматизм в случае ДТП или того хуже летальный исход. О последствиях некоторые родители не задумываются и уверены, что детское кресло – пустая трата денег. Однако такого мнения придерживаются не все. Ну она же маленькая, она же болтается в большом кресле, а маленькое кресло у нее как раз и прижимает ремни, все нормально. По данным статистики ГИБДД, в Башкортостане зафиксирован рост количества детских смертей в автоавариях. На дорогах региона за полгода погибло 14 ребят. 72% из них были пассажирами. Это говорит о том, что виноваты взрослые, ведь, как правило, дети находятся в автомобилях без удерживающих средств или не в специальных детских креслах. В утренний час пик 4 инспектора ГИБДД только успевали выписывать протоколы родителям, везущим своих чад в детский сад. В республике проводится операция «Внимание, дети» в начале учебного года. Данное мероприятие направлено на то, чтобы для выявления, получается, водителей, управляющих транспортным средством, не имеющих специального удерживающего устройства при перевозке детей в салоне автомашины. В ходе данного мероприятия выявлено 10 административных правонарушений за перевозку детей без специального удерживающего устройства. С начала года за нарушение правил перевозки детей в салоне автомашин составлено около 400 протоколов. Между тем, водители забывают, что штраф можно оплатить, а вот потерянное здоровье или, более того, жизнь ребенка можно уже и не вернуть. Маленькие пассажиры целиком и полностью зависят от того, кто сидит за рулем. В Сибае с начала года произошло 730 ДТП, в которых пострадало 3 детей, находившихся в авто без специальных удерживающих устройств. Ведь, как известно, авось жизни не спасает. Елена Афанасьева, Радмир Сингулов, Гульгина Раскильдин, телекомпания СТВ.